Музыканты чествуют жениха в таджикской деревне. При этом всего 2 недели назад Саидшо Асроров не помышлял о женитьбе. У 23-летнего учителя истории в сельской школе не было даже невесты. Все изменила встреча с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, которого Саидшо восславил в стихах. Этот момент показали по государственному таджикскому телевидению. Я, как молодой учитель, чувствую себя самым счастливым человеком, потому что имею честь говорить, стоя перед вами, уважаемый лидер нации. Ты женат? Нет, ваше превосходительство. Иди ко мне. Рахмону понравились стихи Асророва, и он решил ему помочь. Президент приказал местным властям срочно найти Асророву невесту и оплатить расходы на свадьбу. Жених уже имел на примете дочь своего коллеги, медсестру Марджону Худойдоидову. Он видел ее лишь однажды, мельком, она же не видела его вообще. Работники местного хукумата выступили в роли сватов и заручились согласием родителей невесты, однако та поставила перед женихом условия. Ты обсуждала с женихом свое желание продолжить работать? Конечно, мы говорили об этом. Он согласен, поэтому и я согласилась. То есть он не возражает, что ты будешь работать? Не возражает. Ты чувствуешь какое-то давление на себя? Сейчас нет. Мать невесты рассказала, что другие женихи были не готовы принять это условие. Но Асророва это не смутило. Невеста училась. Конечно же, она может работать. То есть вы не против того, чтобы она работала? Я тоже учился и работаю. Семья должна строиться на взаимопонимании. Браки по договоренности, когда жених и невеста едва знакомы или не знакомы вообще, не редкость в Таджикистане. Однако брак по просьбе президента, да еще и оплаченный за счет государства, явление неординарное и даже уникальное. Таджикские медиа широко освещали свадьбу, ставшую удачным пиар-ходом для президента Рахмона.